что я вот веду смычком по струне. Ну, конечно, я не умею держать смычок, но я веду, и я вижу, что звук, который я произвожу, это и есть моя душа. Это не выражение моей души, а сама душа. Я родилась в городе Чистополь. И родиной моей, в общем, является город Чистополь. Но там я жила всего 7 месяцев. Дальше семья переехала в Казань, вот в эту квартиру. И всю свою юность я прожила в Казани. Что я должна считать своей родиной, Чистополь или Казань? 20 лет я прожила в Казани. И это был фундамент моей следующей судьбы. Дальше я переехала в Москву учиться уже на композиторский факультет. Здесь я закончила по фортепианный факультет. И там я прожила 40 лет. Что я должна считать своей родиной? Чистополь, Казань, Москва. И затем я переехала в деревню, в немецкую деревню недалеко от Гамбурга. И там я прожила еще 25 лет. Счастливейшие годы моей жизни, потому что деревня, а не город. Об этом я только мечтала в Казани. В Казани я очень мечтала жить где-нибудь на природе. В Москве я очень мечтала и пробовала несколько раз. Не получалось. И, наконец, мне Германия подарила возможность: живите, пожалуйста, и сочиняйте. Я последние 25 лет – это самые продуктивные годы моей жизни. Что я должна считать своей родиной? И я решила, что моя родина – это планета Земля. Я горжусь Казанью. Меня наполняет чувством очень большой гордости то, что Татарстан вообще в целом и Казань в центре стали очень важным субъектом мирового значения. Наш фестиваль «Те-салютант София» проходит в дни, когда мировая музыкальная общественность празднует юбилей великой женщины, композитора современности. В лучших залах исполняются ее сочинения. Позвольте поздравить нашу дорогую Софию Азгатовну. Мы хотим пожелать вам неиссякаемой энергии, вдохновения. Господи, в Твои руки я возношу душу мою. Я отдаю ее Тебе, мой Бог, со всей любовью сердца моего. Я люблю Тебя, Боже, и эта любовь зовет меня. Она зовет меня в Твои руки отдать всего себя безмерно, без остатка. Казань – это моя юность. Казань – это то место, где я все улицы обходила пешком. Я ходила по стенам тогдашнего Кремля. Казанское образование, очень высокое, надо сказать, было для меня началом будущего. Казанская консерватория – это то место, где я закончила свое образование как пианистка. Одновременно занималась и композицией факультативно.
очень большое впечатление уроки по полифонии, например. Именно здесь, в этих стенах и на этих улицах были мечты о каком-то владении массой звуков, которые теснится в голове и которые нужно обязательно превратить в нотный текст. Это невероятно трудно. Я тогда мечтала о том, чтобы попасть в класс к композитору, профессиональному композитору, чтобы и от него научиться, а с другой стороны, это давало возможность прийти в соприкосновение с исполнителями, от которых тоже можно чему-то очень научиться. О Бог, даруй нам чистоту сердца и простоту духа. Только это достойно любви Твоей. Никакое слово не может выразить моего поклонения перед исполнительским искусством. И для меня, конечно, очень важно, когда какой-то исполнитель предлагает мне свою инициативу. Вот сочини, пожалуйста, для меня вещь. И тогда у меня появляется какое-то странное ощущение. Я вижу его глаза, я вижу его манеру говорить, манеру двигаться. И так было и с Гидоном Кремером, и с Владимиром Танхай, и с Марком Пекарским, многими исполнителями, которые одушевили мою деятельность. За последнее время я поняла, что для меня очень дорого фигура Андреса Мустонена. И вот последние годы как раз именно его лицо, его манера репетировать, его манера общаться с исполнителями оркестра и хора меня настолько поразили, что я решила, что последние годы своей жизни вот я посвящу сочинению, которое ему посвящено. Играйте, пожалуйста. Да, пианиссимо тоже так свет. 131, 131, тремоло, та, ти. Понимаете, это что уже? Больше акцент. Да. 127 я хочу еще вот этот последний кульминация. Да. Да. Давайте 120 еще раз. Конец тоже 120. Фридрих Лист – это что-то необыкновенное в моей жизни. Это, конечно, большое счастье для меня было встретить такую отзывчивость. Мне очень нравится ваша интерпретация, очень нравится. И теперь еще, где я хотела бы быть более счастливой, это вот это начинается, это очень хорошо начинается. А вот 63-й начинается... Да? Я потерялся. А я подумала, что у меня что-нибудь не написано. Я понимаю, что очень хорошо на виолончели сделать глиссандо и на одной струне, а другая, получается крест, перекрещивание. Я, значит, звоню Фридриху, а нельзя ли на баяне что-нибудь такое сделать, вроде креста, чтобы был
символ креста мне очень важен для сочинения. Он говорит, возможно. И он нашел эти глиссандо на своем инструменте. Я помню отлично себя на сцене в клубе Дома композиторов, Московского дома композиторов, возглавляемого Самуилом Фридом. Я получила этот вопрос: для кого вы пишете музыку? Для себя, для исполнителя, для публики. И я ответила, что я пишу музыку и для первого, для второго, для третьего, но главным образом для четвертого. Раздается голос: для Бога. Я говорю, вы правы. Одним словом, если честно признаться, то я не имею в виду, когда фантазия звуковая приходит ко мне, я не имею в виду ни себя, ни исполнителя, ни публику. Я имею в виду некую высшую субстанцию, которую считаю совершенно необходимой для своей жизни и вообще для жизни художника, но, может быть, даже и для человека вообще. Существование высшего совершенства, как бы вы это ни называли, абсолютом или абсолютным совершенством или Богом, это не важно, как вы это формулируете, но самое главное, чтобы было это высокое измерение жизни. Господи, помоги мне. Помоги мне принести любовь туда, где царит ненависть. Помоги мне принести прощение туда, где царит обида. Помоги принести единение туда, где царит раздор. Чтобы я мог зажечь огонь там, где царит тьма, чтобы я мог принести свет туда, где случилась беда, чтобы я мог принести веру туда, где царит сомнение. Обертоновый ряд, который содержится в самом звуке, я считаю за высшую ценность, который обладает человечество. Это обертоновый ряд звука, и это не символ и не метафора, это действительно натуральная основа всего существования. Мы, музыканты, имеем дело с этой физической субстанцией. И я считаю, что это громадное преимущество для нашего искусства, музыкального искусства, что именно физическая субстанция является одновременно и нашим фундаментальным началом нашей деятельности – звук. Самое главное, я считаю, это достигнуть правды своего собственного звучания.
Судьба композитора – это непростая судьба. Нужно иметь очень много сил, энергии для того, чтобы осуществить свое слышание и превратить это в нотный текст. Это, в общем-то, очень трудно. И затем преодолеть внешние препятствия, которые всегда были и будут. Но нужно где-то черпать силы. Но лично я черпаю только из общения с листьями, с деревом, с землей, с солнцем, с облаками. То есть для меня пребывание в одиночестве на природе – это то, откуда идет энергия. И ниоткуда больше я не могу получить этого заряда. Все народное я пережила очень интенсивно в молодости, как данность, в которой я жила. И это была в основном татарская и русская музыка, народная и профессиональная. И это было моей данностью, это было мне дано с молоком матери всосанное вот это. Два этноса, татарский и русский. И дальше я понимала, что то есть это было моим желанием расширить свое сознание по возможности дальше. То есть я обратилась и к китайским традиционным песнопениям, и народным китайским, японским, японская культура, музыка австралийских аборигенов, африканские пигмеи. То есть все народное я впитывала в себя на протяжении жизни постоянно. И каждый раз я видела драгоценности в этой области. С другой стороны, я бы не хотела себя ограничить каким-то локальным этносом. Мне очень хотелось как можно шире познать мир и с этой точки зрения обратиться уже к своей душе, что она мне скажет. Простая молитва – это то, во что я просто влюбилась. Я прочитала эту молитву в ирландском сборнике молитв Бенедиктинского монастыря. И там эта молитва приписывается Франциску Ассизскому. Впоследствии оказалось, что эта молитва анонимная. Я думаю, что это один из монахов Бенедиктинского монастыря или какой-то другой человек. Во всяком случае, это появилась, публикация первая появилась приблизительно в 1912 году в виде открытки, на которой был изображен Франциск Ассизский. И церковь приняла это за молитву Франциска. Для меня это не имеет значения. Это очень красиво, молитва Франциска. И я в нее влюбилась, потому что эта молитва открыла мне то, что я тоже сама и чувствовала. То есть он там молится: «Боже, помоги мне
помоги мне не в том, чтобы меня утешали, но в том, чтобы я мог утешить. Не в том, чтобы меня понимали, но в том, чтобы я понимал. Не в том, чтобы меня любили, но чтобы я любил. Это меня сразило совершенно на следующие 2 года. В следующие 2 года я понимала, что это нужно сделать, эту молитву, как финал большого сочинения, которое бы подготовило вот эту мысль, которая совершенно необыкновенна и совершенно актуальна именно в наше время, когда личность обращена большей частью на самую себя, а не на то высокое измерение жизни, которое совершенно необходимо для человечества и для человека вообще. Личность, обращенная на самое себя, это уже эгоизм. И вот это мы переживаем сейчас. И сомнение в том, сознание того, что чтобы я любил, помоги мне, чтобы я любил, это совершенно невероятная мысль. Всюду мы чувствуем этот эгоизм. Люди желают сейчас, большая часть людей желает только комфорта, только всего для себя, и все им мало, мало, мало. А ненависть растет и растет. Откуда эта ненависть? Ох, как лгут они! Ненавижу, ложь ненавижу! Устами своими благословляют, а в сердце своем клянут. Ненавижу. Для меня этот вопрос кардинальный. Вопрос о том, что ненависть растет, любовь исчезает, и высшее измерение жизни, то есть высшее совершенство, абсолют, или как бы вы ни называли это каким угодно словом, но высокое измерение жизни становится второстепенным. Человек становится одномерным постепенно. Он со всеми своими преимуществами, материальными преимуществами, он становится человеком, который живет на плоскости и никогда не взлетает вверх. Поэтому для меня вот этот крест, эта вертикаль и горизонталь в любом моем сочинении вы можете найти. Боже, помоги мне. Я надеюсь, что все-таки человечество достаточно разумно, чтобы не позволить достигнуть пика. Мое сочинение ставит вопрос об этом. Только ставит вопрос. Оно не имеет ответа. Для меня личность представляется ценной только тогда, когда она не обращена на самое себя, а она обращена на что-то другое. С этой точки зрения, когда вы меня спрашиваете о себе, мне нечего сказать. Я не обращена к себе. Я не люблю смотреть на себя в зеркало. Я не люблю
позицию художника, который смотрит на себя в зеркало. Я люблю жить в мире вопросов, а не ответов. Быть оракулом – это значит знать ответ. Я не хочу быть оракулом. Я не хочу знать ответы. Я хочу жить и продолжать жить в мире вопросов.